таким людоедом, как Максим Недосеков. Який сенс зараз ісці тренироваться? Здорово, что у Дарьи Домрачевой проснулись опасения на этот счет. Навошта нам тады такі вось прафесійны спорт у Беларусі? Здароўкі, вы слухаеце падкаст цэнтра новых ідэй пра тое, як жывуць беларускія рэгіёны і што ім або нам з імі рабіць. Чым жывей сталіца, якія ў іх праблемы і ў чым яны наадварот крутыя. Пра ўсё гэта мы заўжды размаўляем з экспертамі і нашымі рэгіянальнымі лідарамі. Падкаст для вас вядзе Еўген Меркіс. Паехалі! Як вядома, развіццё спорта ў краіне неадрыўна звязана не толькі з эканамічнай сітуацыяй, але і з існымі грамадска-палітычнымі рэаліямі. А яны ў Беларусі нагадваюць шторм, які няспынна павялічваецца не толькі апошнія гады, але нават і месяцы. У якім стане знаходзіцца спорт у сталіцы ды рэгіёнах? Ці трэніравацца спартоўцам ва ўмовах, калі яны могуць не пабачыць міжнародных спаборніцтваў, і як палепшыць існую сітуацыю? Усё гэта і нават больш абмяркуем з Максімам Беразінскім, кіраўніком спартовага праекта «Трыбуна.ком» у Беларусі ды ў краіне. Максим, скажите, наколькі моцна змяніўся спорт у Беларусі з 2020 года і што яго чакае пасля пачатку вайны між Расіяй ды Украінай у лютым сёлета? Я думаю, что делать какие-то выводы по тому, что изменилось с 24 февраля, еще пока рановато, наверное. Процессы как раз идут, и так быстро они не проявляются. Что касается 2020 года, то очевидно, что белорусский спорт, который и до этого, скажем, пользовался спросом у не самой большой части аудитории, этот спрос еще больше сократился, просто в силу того, что спортсмены в большинстве своем, они решили или молчать, или вообще высказываться за провластную точку зрения. И это, конечно, отвернуло большое количество людей, большое количество активных людей, людей, у которых есть, скажем, деньги платить там, не только за билеты, но и за какое-то сопутствующее шоу. И все это, конечно, сильно ударило по аудитории. Мы видим, что на некоторых матчах, на некоторые команды людей продолжают каким-то образом сгонять, завлекать с какими-то ковришками. Это правда есть. Вот недавно был матч от Смоуков, на котором собралось 8 тысяч людей. Это рекорд Лиги ВТБ. Вот. Но совершенно очевидно, что это не добровольный приход на баскетбол. Это какая-то очередная показуха. В общем, вот мы сейчас живем в таком мире, когда спорт — это... Много говорят про то, что спорт не политики, но вот как раз получается, что в Беларуси для этих людей, которые остались управлять страной, для них очень важно демонстрировать, что вот все осталось как прежде, что болельщики по-прежнему интересуются там, футболом белорусским или другими видами спорта. И они пытаются всяческими способами это демонстрировать, собирая людей под угрозу увольнения либо еще каких-то других моментов. И, к сожалению, это касается и регионов, и столицы. Неважно, где происходят события, но, к сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что вот раскол в обществе, который есть, он ощущается и в спорте тоже. Очевидно, что мы знаем, общаемся с какими-то или болельщиками, или другими людьми, которые там переживали за те или иные команды, они сейчас говорят, что просто неинтересно. Просто в силу того, что для того, чтобы болеть за команду, нужно понимать, нужно быть как-то с ней на одной волне. А когда ты, в общем, вынужден, скажем так, закрывать глаза на что-то очень важное, то очевидно, что никакой связи вот этой вот нету, и болеть за команду становится неинтересно, и вообще неинтересно, что с ней происходит. Поэтому, вот, как и во многих других сферах, к сожалению, идет... Мы теряем даже то, что было уже создано некоторое время назад, и там после каких-то изменений придется очень много усилий потратить для того, чтобы вернуть этих людей на стадионы и так далее. У мяне тады такое пытанне. Можа быць, гэта і ёсць той самы натуральны адбор, калі ў нашым спорце і так было шмат паказухі, прапаганды, там шмат спартовых аб'яднанняў ды клубаў падтрымліваліся хутчэй штучна дзяржавай, то можа гэта ўсё нам і не патрэбна ў такой колькасці? Можа хай адамрэ пару клубаў, застануцца моцныя ў гарадах і ўсё тут. Навошта нам тады такі вось прафесійны спорт у Беларусі? Як вы лічыце?
Я думаю, что мы будем так или иначе идти по этой дороге. Денег будет все меньше, какие-то клубы будут закрываться, что-то будет происходить, я даже думаю, с целыми видами спорта. Очевидно, что на все денег будет не хватать, и это вот та реальность, которая все ближе на самом деле. Если смотреть на это с точки зрения развития спорта, мне кажется, что тут имеет смысл говорить о том, что спорт в целом взаимосвязан с тем, что происходит в стране, и как бы рассчитывать на то, что в стране, в которой все с ног на голову перевернуто, спорт будет как-то развиваться отдельно и очень успешно, так не бывает. Поэтому прежде чем говорить там про то, как должен выглядеть спорт, сколько там должно быть клубов, какие клубы должны закрыться, нужно добиться каких-то других изменений там, в способах, скажем, в том, как распределяются деньги там, в тех же регионах, да, чтобы, не знаю, как, там те же избиратели могли как-то участвовать в распределении, и если в каком-то регионе футбол — это действительно важная социальная история, то в таком регионе, возможно, этот футбольный клуб и имеет смысл поддерживать, в том числе на уровне там, горосполкома, например, или, не знаю, облсполкома. Это же тоже надо понимать. Поэтому здесь, наверное, не будет простых ответов, типа всех под одну гребенку, давайте все развалим, и потом все начнем строить коммерческий спорт. Типа как вот в Европе, пусть все ищут себе там спонсоров, и вот на этом пусть зарабатывают, и как-то там все это будет возрождаться. Так тоже не получится, к сожалению. В любом случае мы должны понимать, что у нас есть кое-что. Есть там в сравнении, например, с теми же соседними странами у нас достаточно неплохая инфраструктура, например, та же футбольная. И это нужно учитывать просто при проведении реформ, при каких-то изменениях. Мы должны понимать, что успехи того же БАТЭ в футболе, они позволили Беларуси там, стать достаточно известной страной в этом плане, там, в плане Еврокубков в Европе. И было бы странно от этого всего отказываться и говорить, что мы как бы отрекаемся от этого всего и будем строить что-то другое. Просто нужно понимать, что да, с учетом того, что абсолютно большинство клубов спонсируется государством, какой-то из этих клубов наверняка закончит свое существование и, может быть, достаточно очень быстро. Поэтому вот у меня такой ответ на этот вопрос. А якія віды спорта у нас под наибольшей пагрозай зараз вось у плане их будучыні? Наверное, это такое будет немножко дилетантское рассуждение. Мы же... что значит под угрозой, да? Есть виды спорта, у которых, очевидно, нет, скажем, там, олимпийских надежд, типа, например, футбол, да? То есть очевидно, что никакие медали на Олимпиаде мы там в течение ближайших, не знаю, там, 50 лет завоевать не сможем. Но при этом это спорт номер один во всем мире, в Беларуси тоже, несмотря на всю пропаганду хоккея. И очевидно, что по массовости он абсолютный лидер. И было бы странно там как-то, исходя из того, что на Олимпиаде мы не сможем рассчитывать на медали, как-то там задвигать футбол. Наверное, там больше всего шансов у тех видов спорта, которые являются и не олимпийскими, и не очень популярными. Или являются даже олимпийскими, но там, в силу разных обстоятельств в Беларуси они развиваются на уровне любительского каком-нибудь. Например, не знаю, там флорбол какой-нибудь. Даже тот же керлинг, я думаю, что как бы тоже тот вид спорта, как бы, если вдруг так получится, что там у нас он не будет культивироваться, то, в общем, наверное, не так много людей это заметят. Поэтому, я думаю, что вопрос будет... а вообще, на самом деле же в Европе очень просто. Все эти виды спорта, скажем так, второго эшелона, где нет массовости или какие-то другие есть сложности, они финансируются за счет какой-то личной инициативы частной. Если появляется какой-то человек, который хочет развивать этот вид спорта, механизмы, как он может привлекать деньги, и в рамках этого существовать, это достаточно нормальная история. Часто даже
в той же Америке спортсмены из таких видов спорта ездят на Олимпиаду за счет донатов или за счет помощи каких частных структур. То есть это распространенная история, и я думаю, что мы к ней так или иначе придем. Очевидно, что государство не может поддерживать все виды спорта и одинаково развивать их, вкладывая кучу денег в то, чтобы, не знаю, 15 человек занималось флорболом или, не знаю, кёрлингом. На самом деле рынок и, скажем так, естественный отбор, он сам покажет, что имеет смысл дальше поддерживать, а где нужно поставить точку и рассчитывать на частную какую-то инициативу и личный интерес. Вядома ж, вайна ва ўкраіне наўпрост уплывае і на нас, і адбіваецца гэта ў тым ліку на перспектывах развіцця спорта. І беларускія прадпрыемствы трапілі ўжо пад новыя санкцыі, напрыклад. Вось у футбольнага клуба «Гомель» «Беларусь-Нафта» была галоўным спонсарам, а ў той же «Славіі Мазыр» мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Ці чакае нас нейкая сітуацыя кшталту 90-х у гэтым плане, і ці будзе яшчэ горш? Какие зараз основные тренды и ризыки вы бачите? Я бы сказал, что этот тренд, который вы обозначили, он не то чтобы новый, он просто будет ускоряться, потому что все эти процессы с санкциями крупных предприятий, которые в Беларуси, кроме того, что они содержат целый район, они еще содержат команды. Не знаю, если брать Беларусь-Кали, то содержит несколько команд, и хоккейную, и футбольную, и «Динамо Минск», и волейбол, и чего там только нет. Поэтому очевидно, что, например, те же санкции по Беларусь-Кали, они еще до войны уже там активно имплементировались, и было ясно, по крайней мере, нам в редакции, что Солигорский «Шахтер» ждут непростые времена, просто в силу того, что затягивать пояса приходится даже в плане выплат зарплаты и всего остального. Естественно, в таких условиях футбол будет страдать одним из первых. Поэтому после войны просто эти процессы ускорились с учетом того, что европейские чиновники просто быстрее начали согласовывать эти пакеты и стали попадать туда предприятия, скажем, быстрее, чем это было до февраля. Поэтому это действительно достаточно болезненная история будет. Мы понимаем, здесь надо сказать, что спорт, опять же, он не живет отдельно от всей страны. Мы понимаем, что и в принципе стране будет тяжело. Спорт здесь просто очень явный и быстрый, такая быстрая лакмусовая бумажка, которая покажет, что действительно проблемы есть. Если в каких-то других сферах наступления последствий можно будет ждать, полгода или больше, то в футболе не становится денег, разбегаются футболисты, команда начинает плохо играть, вылетает из Еврокубков, если они будут еще. В общем, финиш очень быстро, мы этот процесс будем видеть прямо на глазах. Это единственное отличие, которое есть от той жизни, которая в целом течет в Беларуси. Поэтому на самом деле испытания будут большие, и для регионов, в том числе для региональных команд, у которых было, как правило, по одному крупному спонсору, которые закрывали 90 или больше процентов бюджета. Сейчас наступают сложные времена, и это скажется и на зарплатах футболистов, хоккеистов и других спортсменов, и уже сказывается, но будет еще больше сказываться. И в целом под вопросом, в принципе, существования многих клубов, потому что никаких других источников, кроме дотаций из госбюджета, так или иначе, тем или иным способом ничего этого нет, и взять этих денег просто неоткуда будет. Никакие кредиты никто, конечно, давать не будет. Так гістарычна склалася, што доўгія гады ў нас адным са спортаў фаварыта ў краіне быў хакей. Што яго цяперака чакае? Бо і суправаджальная інфраструктура для яго даражэй для бюджэта абыходзіцца, чым для таго ж самага футбола. Што тады ў выніку чакае лядовыя палацы ды самі каманды? І ці ўбачым мы, напрыклад, другі беларускі клуб ад Беларусі ў КХЛ замест адсутных клубаў з Фінляндыі ды Латвіі? І ці можа ім быць нейкая рэгіянальная каманда? Скажам, з таго ж самага Гомеля. У КХЛ достаточно жесткие требования по аренам, и Гомельский дворец просто не подходит под то, чтобы заявляться в КХЛ, насколько я помню по памяти, поэтому, наверное, проблема в этом. Будет ли вторая команда, это тоже большой вопрос с учетом того, что непонятно, где взять денег даже на первую команду. Напомню, что спонсором является основным Беларусь-Кали, у которого в самого не лучшие времена.
Поэтому здесь как бы больше вопросов, чем ответов, на самом деле, с учетом того, что сезон еще до следующего сезона еще достаточно много времени, и как эти месяцы будут проходить, как будут сказаться санкции. Тут пока даже специалисты с опытом затрудняются сказать, поэтому я думаю, что сейчас гадать на кофейной гуще, сколько будет команд в КХЛ, преждевременно. Что касается перспектив самого хоккея, очевидно, что здесь хоккей никак не выделяется на фоне всех остальных видов спорта. Возможно, ему чуть проще будет, там, скажем, если будет выбор между футболом и хоккеем, наверное, там где-то с учетом статуса вида спорта могут сделать выбор в пользу хоккея. Но опять же, это все будет в режиме последние деньги, трать не бойся. То есть если кто-то еще вырвет какие-то деньги сейчас, то не факт, что там в следующем месяце или через 3 месяца эти деньги снова будут, например, там, не знаю, тот же БМЗ и Металлург Жлобинский, сейчас команда вроде бы неплохо себя чувствует, но мы знаем, что санкции на БМЗ тоже наложены, что отказываются покупать корт, много других ограничений. И очевидно, что это как бы будет бить рикошетом и по хоккейному клубу. В общем, не вижу здесь сильных как бы радужных перспектив больших для хоккея, просто в силу того, что, опять же, спорт сильно зависит от в целом состояния страны, а состояние это в ближайшее время будет исключительно ухудшаться. И, в общем, здесь достаточно сложно предпринять что-то такое, чтобы любой хоккейный клуб как-то особенно выделялся на этом фоне. Калі ўзяць усё той жа айчынны футбол і хакей у сённяшніх умовах, то я яшчэ магу зразумець неяк, што тыя каманды і спартоўцы яшчэ могуць неяк міжсобку гуляць матчы. Але што рабіць хлапцам і дзяўчатам у той жа лёгкай атлетыцы або тым, хто марыць трапіць на спаборніцтвы ў зімовых відах спорту? Наколькі я разумею, шмат у якіх відах беларускім спартоўцам забаронены выступы на міжнародных спаборніцтвах. А вільготныя фантазіі пра стварэнне нейкіх там спартакіяд версіі 2.0 пакуль так і застаюцца на паперы і наўрад ці выратуюць сітуацыю. Дык што тады рабіць спартоўцам? Што іх чакае? Заробкі змяншаюцца, будучыня пад туманам. Які сэнс зараз ісці трэніравацца? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я думаю, что спортсмены, которые двумя руками и ногами голосовали и там всячески призывали к тому, чтобы с пониманием отнестись, не знаю, к насилию, там, ко всему, что было, что сопровождало нас с 2020 года и продолжает сопровождать. В общем, они приехали в точку, когда, как бы, в общем, все, за что они голосовали, теперь делает невозможным их участие в европейских соревнованиях. Как бы не дает им возможности соревноваться с лучшими спортсменами, не дает возможности зарабатывать деньги. Скажем прямо, легкие атлеты, например, тот же Максим Недосеков, львиную долю своих гонораров получал в бриллиантовой лиге. И сейчас ему доступ к этой лиге закрыт. И я думаю, что таким людоедам, как Максим Недосеков, в принципе, это очень даже полезно просто понять, что невозможно воевать со всем миром и при этом пользоваться благами этого же самого мира. Да? То есть если тебе нравится как бы, вот, жить как в Африке, то, в общем, как бы имеет смысл и соревноваться, в соревнованиях участвовать тоже вот в таких вот африканских. Да? Но что касается других спортсменов, то мне кажется, что сейчас самое время попробовать подумать все-таки, кому важнее карьера, кому важнее остаться человеком и заявить свою позицию про свое отношение к войне. И если эта позиция будет против войны, против агрессии России в Украине, то я думаю, что тот же фонд спортивной солидарности, другие организации смогут таких спортсменов делать для них исключение, не смогут продолжать выступать. Но надеяться на то, что будет исключение для тех, как бы, кто поддерживает Россию в ее агрессии или там, выбирает молчать. Я думаю, что таких спортсменов действительно, в общем, карьера заканчивается, и можно продолжать выступать, не знаю, на Пермско-Тюменской области или где-то еще. Но как бы большой спорт, в общем, на нем можно будет ставить крест. И в этом плане, конечно, здорово, что у Дарьи Домрачевой проснулись опасения на этот счет. Но в момент, когда в Украине, не знаю, с мирными жителями расправляются сотнями, думать о том,
почему как бы белорусские спортсмены не участвуют в каких-то соревнованиях. Ну, так как-то очень интересно работает восприятие у Домрачева, поэтому мне кажется, что даже по Домрачеву могут быть вопросы у того же Международного союза биатлонистов по поводу допуска ее там к той или иной, к тем или иным соревнованиям в качестве тренера. Потому что сейчас мы пришли в ситуацию, когда события в Украине, они, в общем, достаточно явные и достаточно понятно трактуемы. Есть белое, есть черное. И если ты пытаешься либо отмолчаться, либо как-то выкрутиться, то становится быстро очевидно это. И, в общем, я предполагаю, что санкции могут быть очень длительные, очень болезненные для всех таких спортсменов, и белорусских, и российских. Акрамя саміх спартоўцаў ёсць жа яшчэ і іхныя выкладчыкі, трэнеры. Я хацеў бы паразмаўляць не столькі пра маральна-этычны бок, хто там якія лісты падпісваў або не падпісваў, ды за каго, а пра адток кадраў. Бо ён апошнія 2 гады моцна назіраецца. З краіны едуць тыя ж праграмісты, медыкі, іншыя спецыялісты. Наколькі заўважная гэтая сітуацыя была ў прафесійным спорце і ці не паскорацца гэтыя працэсы з-за пачатку вайны? Ну, честно говоря, я думаю, что как раз-таки в этой сфере те люди, которые хотели уехать, они, наверное, уже уехали. У кого, не знаю, были соображения безопасности, кто-то это делал, кто-то из соображений экономических. Возможно, по экономическим соображениям еще кто-то куда-то выйдет. Но в целом надо понимать, что если брать белорусский спорт и белорусский спорт детский, то все-таки наши тренеры, к сожалению, большому, это в большинстве своем не того уровня специалисты, которых с руками и ногами оторвут за границей. Потому что, опять же, для Европа готова принимать людей с высокой квалификацией. К сожалению, результаты в очень малом количестве видов спорта есть такие, где мы можем чем-то похвастаться. Соответственно, подготовка тренерских кадров, она оставляет желать лучшего, и здесь я бы не ожидал большого оттока. Скорее уже все, кто мог уехать, уехал. Ну, возможно, еще какие-то единицы будут догонять. Но в целом, наверное, ситуация здесь останется с тем статусом, который есть на данный момент. Часткаю падтрымкі беларускай спартовай і каля-спартовай інфраструктуры былі, як я разумею, у тым ліку і розныя букмекерскія канторы. Ці будзе зараз праз ваенны канфлікт менш розных там фонбетаў? Ці сыдуць яны з рынку і ці пацерпіць у выніку беларускі спорт праз гэта, пазбавіўшыся дадатковай фінансавай падтрымкі? Насколько я знаю, на данный момент ни одна из букмекерских контор не ушла. Может ли что-то измениться? Наверняка может, потому что мы видим, что ситуация день меняется. Насколько у вас в вопросе такое легкое пренебрежение к этому? Так, яно і ёсць. Я патлумачу зараз сваю пазіцыю. Гэта, безумоўна, так, бо рэклама вечная. Ты заходзіш у інтэрнэце кудысьці, табе адразу фонбет, макбет, макслайн. Ідзі і рабі стаўкі. Таму і фармуецца такое некаторае грэблівае стаўленне да букмекерскіх кантор. Я честно скажу, что мы как спортивный сайт достаточно много взаимодействовали с такого рода компаниями. Мы старались делать так, чтобы как раз не было этого чувства надоедания, когда из каждого угла кто-то вылазит и что-то там призывает сделать ставки, старались держать баланс. Но при этом надо понимать, что контент и вообще создание спортивного сайта стоит денег. У нас была исключительно рекламная модель. То есть пользователь не платил ни за что. Мы существовали исключительно на деньги от рекламодателей, которые покупали у нас ту аудиторию, которую нам удавалось собрать. И я думаю, что в последние годы доля букмекеров в доходах самых разных в редакции, в том числе не только спортивных, но и других, я думаю, что доля была очень значительная. И выпадение этого сегмента на данный момент означало бы сильное сокращение доходов большой части редакций, возможно, закрытие даже некоторой части редакции, просто в силу того, что большого количества других рекламодателей в Беларуси, к сожалению, и до 2020 года не было, скажем, там в 2021 и 2022 году, в общем,
можно сказать, что с учетом ухода больших игроков из нашего региона, да, я думаю, что, в общем, сейчас можно по пальцам одной руки пересчитать тех, кто как бы в состоянии размещать какую бы то ни было рекламу. Поэтому проблема, как бы она, в общем, немножко в другом, как мне кажется, заключается. И здесь вопрос, скажем, в том, как сделать так, чтобы букмекерский бизнес, он на самом деле распространен во всей Европе, в той же Англии. Это, не знаю, есть букмекерские конторы, которые 100 лет существуют и больше. То есть это достаточно древний бизнес, у которого есть свои правила, и в Европе он воспринимается как продолжение спорта, как лайфстайл, когда ты своей ставкой подогреваешь свой собственный интерес. Это не значит, что ты, как часто бывает там в Беларуси, в Украине или в других соседних странах, не как возможность дополнительного заработка, да, который чаще всего превращается не в заработок, а наоборот в пустую трату денег и, не знаю, там с последующими всеми последствиями. Это воспринимается просто как фан, как веселье. И мы там с крупными букмекерами видели свои задачи как раз-таки внедрение вот такого подхода, когда человек ставит не для того, чтобы увеличить свой капитал, а для того, чтобы просто весело провести время. В общем, мы были на этой стороне. Сейчас, я думаю, что букмекеры, во-первых, как я и говорил, они не ушли, и сейчас, как я понимаю, другая проблема существует. Они не до конца понимают, где можно размещаться, потому что перебанены или признаны экстремистскими все более-менее крупные площадки спортивные, и, соответственно, очень сложно понять, как добраться до своей аудитории. Как только ситуация нормализуется, я думаю, что букмекеры в том числе, и как и другие сегменты рекламного рынка, они начнут потихоньку пробовать возвращаться на площадки, пробовать размещать больше рекламы, пытаться понять, какой сейчас может быть средний чек, потому что та ситуация, которая складывается в Беларуси с финансами у людей, она очевидным образом будет бить и по ним тоже. То есть если раньше средний чек был условно там, не знаю, 10 рублей, то вполне вероятно, что через месяц он может быть и 5 рублей и меньше. Поэтому это тоже большая проблема, и я бы не видел в букмекерах исключительно зло. Я же говорю, во всем мире это существует, здесь просто нужен правильный подход, Это как раз букмекеры могут стать теми структурами, которые могут поддерживать в том числе спортивные клубы. Они часто много где являются партнерами и спонсорами, но в мире доля поступлений от таких компаний, она в разы больше. Поэтому вот здесь я бы скорее думал о том, как реформировать подход, но полностью избавляться от них, в общем, это было бы достаточно самоубийственно, в том числе для медиа, которые во многом зависят от этих рекламных бюджетов. Раз мы заговорили про рэформы, то, можа, раскрыем эту тэму зараз больш. Паразмаўляем пра светлую Беларусь у будучыні, і я заўжды спрабую разглядаць гэта праз асабістую прызму. Вось уявім, што вы сталі міністрам спорта. Якія б рэформы вы правялі ў першую чаргу, у тым ліку і з фокусам на развіццё спорту ў рэгіёнах? Слушайте, с одной стороны, это хорошо, навесить на себя мантию и говорить, как будет, но с другой стороны, очевидно, что там прежде неплохо было бы что-то проанализировать, посмотреть, как это существует на данный момент, и после этого уже делать какие-то выводы. Но, скажем, если говорить там широкими мазками, то очевидно, что необходима реформа финансирования всего спорта. На данный момент это полностью государственное финансирование вообще практически всего, чего только можно, начиная от детского спорта и заканчивая взрослым, профессиональным. Очевидно, что намеренно делать такой акцент, просто чтобы показать, что, в общем, у нас все развивается, все красиво, но дальше, наверное, акценты могут быть другие, и нужно будет думать над тем, как выстраивать финансирование. Возможно, государственное финансирование будет только в детско-юношеском спорте, и уже клубы профессиональные будут искать себе финансирование сами. Возможно, какое-то частичное финансирование, в том числе и профессиональных клубов, особенно на начальном этапе, когда будет переход от этой вот плановой экономики к какой-то более-менее рыночной. Но здесь кроется большая проблема, и ее необходимо будет решать просто в силу того, что
еще некоторое время назад у нас были клубы, которые находили финансирование сами, но было сделано все, чтобы они умерли. И, соответственно, у нас просто, если вот завтра сказать, что господдержка спорту закончилась, то у нас, в общем, наверное, не состоится ни одного чемпионата ни по одному виду спорта, просто команд не наберется. В этом есть проблема. Ну, что касается других аспектов, то здесь необходимо, ну и несколько раз уже даже при вот нынешних министрах и руководителях заходили на вопрос подумать, какие же виды спорта нужно поддерживать в Беларуси, в каком объеме. Каждый раз там пытались что-то как-то сократить, ужать. Каждый раз пытались там сказать, что мы на Олимпиаду не повезем туристов, повезем только тех, кто там достоин медалей. Но как бы очевидно, что все равно абсолютное большинство белорусских спортсменов едут на Олимпиаду не за медали. Поэтому это такой всегда ложный посыл. Давайте мы так сделаем, чтобы вот мы только будем готовить тех, кто будет завоевывать медали. Но по факту оказывается, что если у тебя нет массового спорта, то ты остаешься и без медалей тоже, потому что нельзя вкладывать деньги в одного человека в надежде, что как бы он вот выстрелит и принесет себе все золото мира. Чаще всего случаются травмы, еще какие-то истории. Если у тебя нет системы, то ты просто не можешь воспитывать качественных спортсменов в нужном объеме, некоторые из которых могут стать в том числе и мировыми звездами. Вот. Поэтому есть этот момент. Ну и еще важный вопрос — это массовость в спорте. Важно, чтобы, в принципе, привлекать людей не для того, чтобы стать чемпионом мира по там, любому виду спорта, а просто чтобы человек понимал, что спорт — это весело, это круто, что заниматься спортом это может быть полезно для здоровья, что вот эти вот главные моменты нужно как бы донести до населения, и здесь точно есть куда работать, потому что я же говорю, что спорт у нас воспринимается исключительно через призму вот поехал на Олимпиаду, привез медаль — молодец, не привез медаль — не молодец. Ну и, соответственно, конечно, в таком формате спорт — это как бы не времяпрепровождение, это не физкультура, а это большой тяжелый труд с большими издержками для здоровья. А когда у нас вот только такие примеры как бы перед глазами, ну, то очевидно, что там большого наплыва ждать не приходится. Поэтому нужно менять полностью подход к роли спорта в обществе и уже после этого делать настройку, которая будет профессионально заниматься спортом, ездить на Олимпиады, на Еврокубках участвовать и привозить какие-то медали для страны. Но опять же, для нормальной страны количество медалей, завоеванных на Олимпиаде, для средней европейской страны, ну, это как бы прикольно, но, в общем, не самоцель. Важнее какие-то другие показатели. Поэтому я думаю, что и глядя на то, например, что вокруг Беларуси здесь есть страны, которые в Евросоюзе, например, но при этом в спорте у них там или меньше медалей, или незначительно больше, они как бы не сильно по этому поводу переживают, у них какие-то есть другие метрики успешности, продолжительность жизни, не знаю, там, количество детей, которые занимаются спортом, и их это вполне устраивает. Поэтому я думаю, что вообще вся эта медальная беготня — это все издержки вот этой вот коммунистической истории, с которой мы все никак не можем расправиться, когда внешние факторы важнее, чем то, что внутри происходит. А ці ёсць у вас у рэгіёнах улюбёны клуб, аб'яднанне ці спартсмен? Я немножко начну сдалека. Мы, как трибуна, всегда позиционировали сайт не просто как площадку, где мы что-то рассказываем пользователям, и они к нам приходят почитать. Для нас всегда было важно, чтобы пользователи участвовали в производстве контента либо через написание комментариев, либо через ленивое авторство, когда они выставляют какой-то рейтинг той или иной новости или статье или комментарию, либо вообще заводили какие-то блоги, рассказывали. И вот всегда было интересно, когда появлялся блог про какой-то либо клуб, либо про что-то такое, что происходит в регионе. Потому что, там, скажем, редакция «Трибуны» в Беларуси, она концентрировалась в Минске, и там мы иногда выезжали в регионы, но это, как правило, были какие-то большие матчи, там, футбольные, либо хоккейные, либо, не знаю, кому-то на интервью ездили. Ну вот, скажем, корреспондентов на местах у нас не было никогда. И вот этими корреспондентами были как раз наши люди в регионах, которые вели блог либо про свою любимую команду, либо про свой любимый, не знаю, там,
какой-то любительский клуб, где они играют в футбол. И вот эта часть комьюнити всегда была для нас как бы максимально интересна. Вот. Поэтому так навскидку сейчас не вспомню, наверное, что-то прикольное, потому что там, с учетом нашего статуса сейчас активность у нас немножко поменьше на сайте стала. Вот. Но в целом это всегда вот были те моменты, которые нам тяжело увидеть из Минска. И когда человек рассказывает про то, как устроен, не знаю, футбольный матч, например, во второй лиге, то вот это всегда было интересно. Потому что, во-первых, это от души, как правило, было, а во-вторых, со множеством всяких прикольных деталей и подробностей. И, в общем, мы вот всегда старались уделять большое внимание таким блогам и дополнительно их промотировали, выносили на главную, пытались всячески поддержать интерес людей к вот таким спортивным событиям местного, так сказать, масштаба. Вялізны дзякуй за гэтую цудоўную размову. Будзем спадзявацца, што і праект Трыбуна.ком і айчынны спорт чакае файная будучыня. Вядома ж, пры пэўных перадумовах, і мы спадзяемся, што гэтыя перадумовы наступяць хутчэй. А мне застаецца нагадаць нашым слухачам, што ўсе выпускі нашых падкастаў вы можете знайсці ў iTunes, Google, SoundCloud, Spotify ды Яндекс.Музыцы. Не забывайцеся на рэгіёны родныя, каб зусім не ўмёрлі. І не забывайцеся таксама займацца фізічнымі практыкаваннямі ды спортам. Пагаджуся з вами наконт важнасці таго, што адбываецца ў рэгіёнах. Сапраўды, гэта мы зараз запусцілі спецпраект, у якім размаўляем з заўзятарамі з рэгіёнаў, якія падтрымліваюць тыя ці іншыя футбольныя ці хакейныя каманды, і яны распавядаюць, акрамя таго, што адбываецца з іх улюбленым клубам, распавядаюць пра тое, што адбываецца ў рэгіёне, і мы такім чынам праз спорт бачым сувязь з рэальным жыццём, і гэта вельмі цікавыя размовы. Мы, не глядзячы на тое, што выходзім, працуем з мяжы часткова, нам вельмі цікава тое, што адбываецца ў нашых гарадах беларускіх, і таму будзем працягваць гэтую рубрыку. Спадзяюся, што для нашых чытачоў таксама яна будзе карыснай.